Всем привет, Öykü Сера. Доброе утро, страна. Хочу показать вам вкусное, свежее мясо. Это говядина. Вчера приезжал друг отца с Нажаюрта. Вот мы заказали, когда там будет домашнее мясо, привезти нам побольше. Мы заказали 40 килограммов, там и ребрышки, и мякоть, не знаю, как эти части называются, антрикот, не антрикот. Ну, в общем, его жена даже перемолола нам, прислала мясо. Это половина, ну, почти половина, 17 килограммов. Из этого сегодня сделаем котлетки или голубцы. Это пойдет, наверное, на галушки. Тоже надо будет в морозилку положить. Посмотрите, какая красота. Главное, не жирная. Когда в селе коров кормят нормальной едой, не гормонами всякими, не добавками. А то я это жирное мясо не люблю. Оно прям хорошее, свежее. А сюда в фарш обычно мама добавляет лук, соль, перец. В общем, вытаскиваешь, только готовишь и все. А в этот раз я не захотела ничего добавлять. Я даже не люблю, когда замораживают готовые котлеты, готовые фрикадельки или еще что-то, голубцы даже. Вот так один пакет вытащил, ну, примерно килограмм с чем-то. И сделал все, что хочешь. Очень удобно. Добавил луковицу. Если буду делать котлетки, можно добавить картошку, чуть-чуть хлебушка. Так будет вкуснее. Посолить, поперчить, и все готово. И так, конечно, замороженное. Но каждый день там или через день килограмм-два мяса покупать не будешь. В Грозном продается красивое мясо, хорошее, свежее, все такое. Но в основном привозное. В основном жирное. То, что там, я не знаю, за 2 месяца курочек выращивают. И за 2-3 месяца или за полгода выращивают коровок. Там ничего полезного. В общем, теперь на полгода у нас проблемы с мясом нету. Или даже больше. Если придут гости, или если какое-то мероприятие, молодежь, сахлокш, или еще что-то. В любое время вытащил пакет мяса и приготовил кушать. Правда, тут морозилка у нас забита вся. Там и для кошек еда, и потрошки, и шейки, и фрукты, вплоть до черемши. Это будем хранить у наших родственников. Все, девочки и мальчики, всем пока-пока, хорошего дня.